Кефир – один из тех продуктов питания, который имеет минимальный срок хранения. В то же время он входит в список самых употребляемых. Поэтому на дату изготовления нужно смотреть всегда. Вот этот кефир качественный. Ну что, берем? Берем так берем. А вот и клубничный соус. Оформлен красиво и выглядит аппетитно. Давай почитаем состав. Сироп глюкозы, сахар, клубника, вода, желообразователь, пектин, Э440, регулятор кислотности, лимонная кислота, Э330, ароматизатор натуральный, консервант, сорбат калия. Так много всего, всяких химических названий, трудно простому человеку разобраться. Ну а как же мне сейчас узнать, качественная это клубника или нет? А вот ты так тщательно смотришь на этикетки, на химический состав, когда выбираешь продукты? Нет, я так и знала. Многие наши граждане, покупая продукты, внимательно не разглядывают этикетки, потому что они спешат, экономят время и не щадят свое здоровье. Но такая спешка будет иметь неприятные последствия. Об этом потом. А сейчас мы проведем небольшой эксперимент. Спросим у наших покупателей, обращают ли они внимание на качество покупаемого товара. Всегда вы, покупая продукт, смотрите на состав? Да. Ну, вообще-то, если написано, то понятно. Но если я не понимаю, я этот не беру продукт. Салат этот качественный или нет? Каждый салат, каждая продукция 48 часов у нас меняется. Как получаем товар, в тот же день меняется ценник, выставляем время, через день мы снимаем этот салатик. Во-первых, срок годности, качество продукта. А если вам непонятны химические термины? Иду дальше. Берете другую? Да. Понятно. Здоровья вам! Спасибо. Так что же теперь делать? Задерживаться в магазине по несколько часов, изучая этикетку всех продуктов? Или же, обедая в заведении общественного питания, смотреть их склад и условия хранения продуктов? А может пройти краткий курс по химии, чтобы разобраться во всех этих элементах? Или же ходить все время со включенным гуглом, чтобы быстро найти ответы? Думаешь, это возможно? Вот и я думаю, вряд ли. А давай-ка мы просто возьмем и позвоним доктору Оторпа. Я думаю, он всегда поможет. Да. Хорошо, как договорились, ладно. Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире программа «Гойсера». Наши редакторы просили сегодня озвучить проблему сотовой связи, а конкретно, как долго можно осуществлять звонок. В принципе, в развитых странах более 3 минут осуществлять один звонок не рекомендуется, потому что это несет большую радиационную нагрузку. Чем же опасны звонки по сотовому телефону? Проблема в том, что мы подносим мобильный телефон к своему уху и облучаем самый хрупкий орган своего организма, то есть головной мозг. И бытует мнение, что частые звонки по телефону вызывают опухоли головного мозга. И в принципе это обосновано. Значит, самый опасный период – это момент приема звонка и момент отключения звонка. Во время самого разговора такого мощного излучения мобильный телефон, конечно же, не приносит. Желательно носить мобильные телефоны с железными чехлами. И не стоит носить мобильный телефон в кармане, особенно мужчинам. Проведя небольшое расследование, пообщавшись с нашими покупателями в супермаркете, я обнаружила, что покупатели, когда изучают этикетку, читая какие-то химические термины, которые они не понимают, проходят мимо, находят тот товар, где все понятно. А как вот с этим разобраться простому человеку? Простому человеку, в принципе, не нужно в этом разбираться, по большому-то счету. Для этого существуют специально обученные люди. Как раз, кстати, такой человек гостит у нас сейчас в студии. Мы можем задать ей вопросы, она нам все растолкует. Пойдем.
Здравствуйте. Как я сегодня и обещал вам, у нас в студии в гостях главный санитарный врач города Сухум Беляева Алла Ивановна. У нашей коллеги есть определенные вопросы к вам. Нас интересует контроль качества продуктов, чем мы вообще питаемся в целом, если можно ответить. Да. Расскажите, пожалуйста, вот насколько мы, например, ходим в магазин, насколько мы можем спокойно покупать товары, и на что мы должны в первую очередь обращать внимание? Контроль за сетью магазинов осуществляется в соответствии с законом о санэпидблагополучии Республики Абхазия. Контроль за продовольственной сетью у нас плановый контроль 1 раз в год, дальше идут контрольные проверки и проверки тематические плюс по жалобам. Что касается торговой сети, то основное, с чем сталкивается потребитель в магазине, это, пожалуй, товары с истекшим сроком реализации. Они выявляются при проверках достаточно регулярно. Это может быть как без злого умысла, то есть по забывчивости не усмотрели, там где-то завалялась банка сгущенного молока или пачка маргарина, когда большую партию товара привозят и не всегда перебирают в холодильнике. И это может быть, конечно же, со злым, скажем так, умыслом, когда предприниматель пытается реализовать товар, который у него залежался. Поэтому всем покупателям рекомендуется, наверное, и, пожалуй, это здравый смысл, сам требует проверять на пачке. Вот если на дома упаковке. обнаружили, что вот срок истекший или испорченный, мы можем вернуть, и магазин нам вернет наши деньги? Согласно закону о защите прав потребителей, да, может вернуть в том случае, если сохранился чек. То есть можно доказать, что это было приобретено в этом же магазине. А у нас не во всех магазинах выдают чеки, кстати. Это вопрос как раз не ко мне, это вопрос уже к налоговой службе, пожалуй. Что касается, если магазин отказывается принимать товар, значит, покупатель всегда может написать жалобу в нашу службу. И с такими жалобами мы занимаемся очень оперативно. Но вот плохо то, что в устной форме люди пожаловаться не против, но когда доходит дело до того, чтобы что-то написать, как правило, люди отказываются. Это уже особенности ментальности, наверное, наших людей. Хотя мы никогда не называем, нигде не фигурирует фамилия того, кто, собственно, эту жалобу написал. Алла Ивановна, вот такой вопрос у меня. Учитывая прожиточный минимум наших граждан, все-таки аудитория, на которую рассчитаны эти товары, это же низкосортные товары, всегда ли что дешевле хуже? Нет, не всегда. Не всегда. Допустим, возьмем такой очень ходовой товар, да, печенье, топленое молоко практически все очень любят, все покупают. По составу и по качеству, именно по безопасности для организма, оно намного лучше, чем какой-нибудь турецкий или французский бисквит, у которого срок хранения 3 года. То есть понятно, что там содержатся консерванты, которые не позволяют продукту разрушаться, терять свои вкусовые качества. Но вот польза от такого товара, конечно, сомнительна. Если минимальный срок хранения, считается, что этот товар качественнее и лучше для здоровья. А если большой срок хранения, то там содержатся какие-то химикаты, которые вредны. Это правда? Стабилизирует состояние. Вредны тут вопрос стоит так. В большом количестве они вредны, безусловно. В товаре содержится то количество, которое не может причинить вреда здоровью. Все это указано на упаковке, и все эти продукты выпускаются по тех условиям, утвержденным с той страной, которая выпускает данные товары. О чем наличествует, собственно, сертификат гигиенический. Все-таки тема нашего диалога, она направлена для людей несведущих, да, в этой сфере. На что людям нужно обращать внимание? Пришел я в магазин, супермаркет. Что стоит покупать, чего не стоит покупать? Есть ведь моменты, срок годности истекает, допустим, через 2 дня. Стоит ли брать с полок такие продукты питания? На что сориентировать наших людей, телезрителей, которые сейчас смотрят на нас? Как правило, короткие сроки хранения – это у продуктов максимально натуральных. Да? Чаще всего это молочные продукты, мясо-молочные продукты. Если вы, допустим, покупаете кефир, или молоко, по молоку сложнее, по кефиру, пожалуй, проще. Если упаковка, картонная, как правило, сейчас идет упаковка, если она не вздулась, если она
имеет обычный товарный вид и осталось 2 дня до срока реализации, вы вполне спокойно можете ее покупать. Это, по-моему, называется бомбаж, да? Когда... Бомбаж, да. Бомбаж чаще используется термин при более герметичной укупорке, то есть это бомбаж консервов, пресервов и вот других таких Но ведь видов. люди должны понимать, что бомбаж и деформация консервы – это чуть разные вещи. Совершенно разные вещи. Может быть смята упаковка, но при этом она не раздута. Вот если упаковка раздута и, ну все, наверное, знают, у нас все делают вино, и все прекрасно знают, когда вино начинает играть, да, в пластиковой бутылке, ее нельзя сжать, то есть она плотная. Вот то же самое происходит с кефиром, мацони, ряженкой и прочими кисломолочными продуктами. Потому что там точно так же в процессе брожения выделяется газ. Я вот проводила небольшой опрос в одном из сухумских супермаркетов. Опрашиваемые говорили, что если они не знают состав, который читают на этикетке товара, то они проходят мимо и находят тот, который понятен. Если я не понимаю эти термины, это значит, что это обязательно вредно для здоровья? Нет. Это не значит, что оно вредно для здоровья, но в принципе здравый смысл совершенно правильно подсказывает нашим людям не покупать то, чего не знаешь. Еще раз повторяю то, что в принципе за составом следит фирма-производитель. И при прохождении 2 границ Российской Федерации и нашей границы все документы, включая сертификаты гигиенические и госстандартовские, должны быть предъявлены. То есть это трансграничный контроль. В диалоге ранее вы сказали, что ГОСТов уже нет. Да, к сожалению, государственные стандарты, которые были при Советском Союзе, были отменены и сейчас в основном пользуются техническими условиями. Номер технических условий в обязательном порядке проставляется на упаковке с товаром. И в принципе, если кому-то очень интересно, можно открыть эти технические условия по номеру в интернете и прочесть весь способ описания данного товара. Но логика подсказывает, что, по-моему, нет особой разницы между тех условиями и госстандартами. Нет, разница есть. ГОСТ жестко закреплял, допустим, колбаса докторская производилась на всех предприятиях всего Советского Союза совершенно идентично, по одной и той же рецептуре. Никто не имел права добавить туда даже вот щепотку чего-нибудь другого. Теперь же любой завод может изменить рецептуру, если она проходит стандартизацию. То есть, ну понятно, если положат мышьяк, то она не пройдет стандартизацию, да? Но если добавить там какую-то пищевкусовую добавку, либо какой-то пряности какие-то, то это вполне допустимо согласно нынешним стандартам. Меня вот еще какой вопрос интересует. Условия хранения, условия перевозки продукта. Вот срок хранения, который указан на упаковке, он может соответствовать действительности. Но, а как хранятся эти продукты в складе? Ну, с моей точки зрения, слава богу, что миновали те времена, когда каждый предприниматель привозил небольшую партию продуктов самостоятельно, своим транспортом. Зачастую это были обычные машины легковые, то есть предприниматель выезжал, брал по нескольку коробок того, другого, третьего и так привозил в свой маленький магазинчик. Сейчас завоз производится централизованно, то есть фуры, которые завозят на оптовые склады, такие как вот Кром, Южные связи, это наиболее крупные у нас оптовые склады. Они оборудованы. Они оборудованы холодильниками и камерами внутри, во-первых, а во-вторых, доставка осуществляется машинами-холодильниками. С этой точки зрения у нас ситуация несколько улучшилась. Но, тем не менее, многие оптовые склады необорудованные пытаются периодически привезти продукты, которые они не могут, в принципе, у себя содержать. То есть необорудованные холодильниками склады привозят, например, мацони в банках, которые не должно так привозиться. Существуют ли санкции какие-то определенные? Безусловно. Как вы наказываете таких нерадивых предпринимателей? Штрафные санкции. По пищевой гигиене у меня в этом году прошло порядка 70 протоколов о санитарном нарушении. А размеры ощутимые, я имею в виду сумму? Согласно административному кодексу Республики Абхазия, штрафные санкции от 20 до 50 минимальных необлагаемых размеров заработной платы.
Что касается продукции абхазского производителя, вы следите за процессом изготовления этой продукции? Безусловно. Значит, вся та продукция, которая попадает в наши магазины, они имеют гигиенические разрешения на работу. И некоторая продукция имеет гигиенические сертификаты, в том числе образца Российской Федерации. Так вот, например, как вода питьевая Гумиста, производства завода Юглисурс, они полностью сертифицированы, и они большую часть продукции отправляют на Российскую Федерацию. Контроль производится именно за предприятиями, там, где цеха вот лимонадные, вода. У нас есть цех по производству асацбала, у нас есть цех по производству... Простите, у нас есть цех по производству асацбала? Да, но это не на территории города Сухум, это на территории, если я не ошибаюсь, это Абхазская, но он проверен. А просто я в наших магазинах не встречала, поэтому... Есть, я вам даже скажу, в каком магазине бывает, магазин столичный. Реклама. Прорекламируем, потому что все-таки отечественный производитель, мы его поддержим. Они нам откатят. Это отечественный производитель, продукция была проверена, условия были проверены, выпускают нормально. Значит, наши технические условия, они идентичны с тех условиями России, получается так? Или по каким стандартам на каждый вид мы проверяем продукции, свои? На каждый вид продукции даются свои технические условия. Ну, в частности, асацбал, он для территории Российской Федерации как бы экзотичен, да, и у них нету тех условий. То есть тех условия обязательно согласовываются и с главным республиканским пищевиком, и с госстандартом, и со всеми нужными организациями. Мало того, проводится контроль, в том числе бактериологической продукции. Вот у нас недавно совсем на территории города Сухум открылся цех по выпуску фиха, перетертая с сахаром. Вот тоже не видела в наших магазинах. С учетом того, что у нас каждая хозяйка умеет это делать, они свою продукцию дают на Российскую Федерацию. Так, наверное, лучше делать это дома. Для того, чтобы вывести на экспорт, были проведены исследования каждой партии. Там в зависимости от количества партий производится выемка от 1 до 10 и так далее банок. Проводится химический анализ, проводится бактериологический анализ, и только на основании этого дается сертификат. Вот вы говорите, проводите вот эти ряд перечисленных вами анализов. Есть для этого лаборатории, необходимое оборудование? Новый корпус лабораторный был сдан в сентябре прошедшего года. Оборудование нам поставила тоже Российская Федерация. Оборудование все полностью установлено, подключено, готово к работе. Что касается бактериологов, они все прошли обучение в Ставропольском противочумном институте и первичную специализацию, курсы повышения квалификации. А вот с химиками немножко проблема в том, что есть оборудование, есть лаборатория, людей нужно переучивать. Оборудование уже другого поколения, чем то, на котором они учились. К сожалению, все врачи санхим-лаборатории возрастные. Там надо решать вопрос с обучением. Ну, штата не хватает, одним словом. Штаты на новую лабораторию будут пересматриваться на текущий год. Пока мы не вышли еще с новогодних каникул, пока я не могу точно сказать, какие штаты будут утверждены. У нас есть небольшой ролик, я объявляю сейчас паузу на 2 минуты. Есть ролик, который, думаю, полезен будет нашим телезрителям. Несколько интересных фактов о еде, а потом мы с вами продолжим нашу беседу. Несколько интересных фактов о еде и полезности продуктов питания. Ежедневно почти 50% продуктов питания просто выбрасывается. В чрезвычайных ситуациях кокосовую воду можно использовать как заменитель крови. Сойлент – напиток, который может полностью удовлетворить пищевые потребности организма. Лимон – один из самых здоровых продуктов питания, содержит витамин С, очищает печень, повышает иммунитет. Динамит можно создать с помощью арахиса, но этот совет лучше пропустить. Индейка, рыба и сыр имеют самое высокое соотношение белка и калорий. Мед – единственный из продуктов питания, который не испортится даже за 3000 лет. Изначально морковка была фиолетовой,
Представляете? Исследование. Сыр – это продукт, который наиболее часто воруют в магазинах. Завершая передачу и в продолжении темы ролика, я хотела, чтобы вы нашим телезрителям дали несколько очень важных советов в выборе тех же товаров, продуктов питания. Советы могут быть, наверное, такого рода. Во-первых, стараться поменьше покупать продукты, которые имеют яркую упаковку и большой химический состав. Питаться по возможности натуральными продуктами, то есть использовать в рационе меньше тех же колбасных изделий и больше натурального мяса, рыбы, сыра, творога, молочных продуктов. И желательно, опять-таки, с коротким сроком реализации, поскольку они являются наиболее физиологичными, наиболее экологичными. Опять-таки, стараться не использовать для питания детей Макдональдсы и прочие предприятия, сходные с ними, поскольку данная пища вредна для детского организма, мало того, она вызывает ожирение. И причем все эти продукты рекламируются очень активно. Конечно. Вы знаете, хороший продукт рекламировать не надо. Перед Новым годом никто не рекламировал сыр Сулугун, да? А разметали его со страшной силой. Никто не рекламировал домашних курочек. Опять-таки был ажиотажный спрос. Рекламируют то, что нужно продать. И то, что в противном случае может остаться. Двигатель торговли – это реклама. Да. Мои вопросы завершились, закончились. Если у тебя они есть, можешь задать, а мы можем завершать нашу беседу. В принципе, я доволен. Спасибо, Алла Ивановна. Я очень надеюсь, что информация была доступной для наших телезрителей. И они сделают свои выводы. Спасибо, что пришли. Спасибо большое. Знаешь, режиссер дает знак, что, возможно, передача не записалась и придется писать второй дубль. Нет, я не выдержу второго дубля. С самого начала надо записывать. Давайте, может, завтра решим этот Это вопрос. прелесть нашей передачи, потому что если одна передача не получилась, то можно записать еще вторую. Вы знаете, я работаю практикующим врачом, у меня нет столько времени, сколько у вас Если у тебя операция неудачная, и ты второй дубль Да, начнешь боже делать упаси. с самого Прикусите начала, языка. у тебя не будет такой возможности сделать Да, второй раз действительно. операцию. Действительно, такой Ну, про возможности операцию не не было. будем, чтобы не расстраиваться. Пойдем пить чай. Ладно, чай попьем.